В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. В Национальный банк по республике поступают жалобы на некорректные продажи банками различных финансовых продуктов. Иначе это явление называется мисселлинг. Что это за явление и чем оно грозит потребителям финансовых услуг, расскажет управляющий отделением Национального банка по республике Антон Коноплев. Антон Анатольевич, здравствуйте. Собственно, что это за понятие такое, что это за явление мисселлинг и где человек может с ним столкнуться? Павел, добрый день. В Якутии, как и в других регионах, к сожалению, появляются и имеются случаи, когда под видом одного продукта клиенту финансового учреждения продают совсем другой продукт. Навязывают услугу, в некоторых случаях вводят в заблуждение. И вместо того, чтобы раскрыть все особенности и условия продажи этих продуктов, это все тщательно скрывается. В итоге такое явление, как вы уже сейчас сказали, называется мисселлинг, что в переводе с английского означает неправильные продажи. Столкнуться с этим можно в любом финансовом учреждении, будь то брокерская компания, страховая компания, паевой инвестиционный фонд, негосударственный пенсионный фонд или банк. По статистике жалоб граждан, которые направляются в Банк России, самым популярным местом для мисселлинга является как раз банк. А вот, собственно, на примере каком-то, как вот выглядит этот мисселлинг, то есть мы сейчас, мы это как-то тезисно это показали, более научно, простым языком, как вот выглядит это явление? Клиент такой недобросовестной организации, по мнению Банка России, мисселлинг – это недобросовестная практика. Клиент такой недобросовестной организации при открытии вклада, и тут тоже необходимо сделать оговорку, что, как правило, это явление проявляется, когда клиент открывает новый вклад, либо продлевает имеющийся. Так вот, при открытии вклада сотрудник этой организации говорит, что условия этого вклада невыгодные, есть возможность открыть вклад на более выгодных условиях, но он не говорит слово «вклад», он говорит, что есть возможность сделать вложение на более выгодных условиях. И вот это, может быть, для человека звучит одинаково, но с точки зрения продаж это разные вещи. И в этом случае человеку предлагается заключить договор на покупку совсем другого продукта, возможно, приобретение ценной бумаги или инвестиционное страхование жизни. Это совсем разные продукты. В этом случае, когда есть вклад и когда осуществляется защита вкладчика, то при продаже ценной бумаги эта защита не осуществляется, и гарантию возврата денежных средств никто не обещает. Тут, допустим, такой пример, вы только что сказали, как этот мисселлинг происходит, как недобросовестная продажа в банках продуктов. А зачем банки вообще это делают? То есть какая для них это выгода? Банки, как правило, являются агентами этих финансовых учреждений, как я уже сказал, это страховые, инвестиционные фонды, страховые компании, брокерские компании, и просто получает агентское вознаграждение за продажу этих продуктов сторонних, вообще говоря, фирм. Как-то можно отказаться от этих услуг, которые предлагаются, потому что, даже с точки зрения, грубо говоря, психологии, то есть бывают такие настойчивые менеджеры, настойчивые консультанты по услугам, и вроде бы даже отказать трудно становится. Отказаться от приобретенной услуги достаточно проблематично, потому что человек, подписав договор, соглашается со всеми условиями, считается, что он согласен со всеми условиями, которые включены в этот договор. Период охлаждения, так называемый, существует только для страховых продуктов. Он действует в течение 14 дней, и в этот период человек, если поймет, что приобретенная страховка ему не нужна, вправе отказаться от нее и вернуть вложенные средства полностью, или частично. Чем вообще опасен мисселлинг? Что для конечного потребителя, какую опасность он несет? Основная опасность здесь заключается в том, что потребитель покупает совсем не тот продукт, который он бы хотел приобрести. Одновременно с этим он не может оценить все риски, которые присущи этому новому приобретению, которое ему завернули в упаковку в красочную. Пожалуй, эти два момента. То есть в этом случае клиент, получается, не информирован. То есть имеет место такой недоговорка, в какой-то степени, небольшой обман, скажем так.
Ну вот в какой-то степени, да, можно так сказать, что клиенту он пришел купить одно, а ему продали совсем другое. Ну вот вы только что сказали, что да, проблематично, если приобретена уже услуга, проблематично от нее отказаться. Но все-таки есть какие-то вот возможности, если да, вот случилось такое, пришел за одним, продали, грубо говоря, другое, и вот что делать? Ну, как отказаться от навязанной услуги? Как я уже сказал, достаточно проблематично, да, но в этом случае может помочь аудио или видеозапись вот этого разговора с менеджером, в котором он предлагает услугу. Вот. Если не удалось достигнуть какого-то соглашения с продавцом вот этой финансовой услуги, ну, следует обращаться в суд. В противном случае можно писать жалобу в Банк России. Удобнее всего это сделать на сайте Банка России cbr.ru через интернет-приемную. Также можно направить или принести письменное заявление в отделение Национальный банк по адресу город Якутск, улица Кирова, 17. Ну вот говоря вот про то, что можно обратиться в суд, если что, ну если вот нету, допустим, аудио-видеозаписи и так далее. Вообще, есть ли такие случаи в стране, и вот какова статистика, скажем так, успешности вот таких дел? То есть именно по возврату денег каких-то на данный момент? Есть ли какая-то статистика? Ну, дело в том, что вот эти отношения, которые возникают между клиентом финансового учреждения и финансовым, собственно, вот этим учреждением, осуществившим такую сделку, это прямая хозяйственная деятельность. Как правило, здесь никакого насилия над клиентом не осуществляется, то есть клиент добровольно подписывает вот эти документы. Поэтому очень важно при подписании документов в кредитной организации обращать внимание на их содержимое, не лениться, потому что наши граждане, так сказать, ну, во многих случаях, так сказать, невнимательно читают, либо даже в некоторых случаях вообще уклоняются от изучения предлагаемых к подписанию документов. Так вот, не лениться, изучить документ. При наличии каких-либо вопросов обязательно задавать их менеджеру. Если возникают какие-то сомнения, воздержаться от подписания этого документа, взять документ с собой, внимательно его изучить и как бы принять уже такое взвешенное решение в спокойной обстановке. На это, ну, как правило, бывает до 5 рабочих дней. А есть ли какие-то еще другие способы избежать мисселинга? Ну, в данном случае, значит, вот как я уже сказал, вот если гражданин будет внимательно читать документ, то, скорее всего, он поймет, что договор, который предлагается ему подписать, о чем-то не о том. Это первое. Но для того, чтобы понимать, необходимо повышать свою финансовую грамотность. Вот на сегодня общий уровень финансовой грамотности нашего населения, он недостаточный, и чем, в общем, активно пользуются различные мошенники. Ну, про мошенников мы совсем уж откровенно говорить не будем, потому что мошенники – это противоправные деяния, а вот мисселинг не является противоправным деянием. По мнению Банка России, это всего лишь недобросовестная практика. Так вот, повышать свой финансовый уровень можно на учебно-просветительском портале Банка России fincult.info. Там собраны любые материалы по всем направлениям финансового рынка. Можно, так сказать, их читать и знакомиться, повышать свой уровень. Ну вот мы говорили, да, про случаи там, подачи заявлений в суды, да, по таким делам. А вот в банк, Национальный банк уже обращались с такими жалобами? Сколько человек? Ну, в Центральном банке принята система обработки жалоб централизованная, поэтому все жалобы граждан попадают в 2 центра, которые создал Банк России, и эти жалобы централизованным порядком рассматриваются. Как правило, вот такие жалобы попадают в службу по защите прав потребителя. Вот. После этого, в случае, если выявляется какой-то состав административного правонарушения или там какой-то другой состав, они передаются уже на рассмотрение в какие-то подразделения. Таким образом, отделение напрямую жалобы не рассматривает. Вот. Мы их принимаем, регистрируем и направляем на рассмотрение в службу по защите прав потребителей. Ну а вот если просто хотя бы так абстрактно, у нас в Якутии это распространено, вот это явление или нет? Ну, не то, что прям вот там эпидемия, скажем так, ну хотя бы, то есть часто ли такие случаи бывают или нет? Ну, такие случаи были, отмечались. Вот, к сожалению, Якутия не... тоже отмечена или в числе тех регионов, где такие случаи были.
Количество я называть затрудняюсь, но вот недавно случай у нас был с одной из кредитных организаций. Ну вот, а еще, вот, наверное, для телезрителей будет полезная информация, где еще поподробнее про это все можно узнать. То есть, ну, помимо вот этого сайта Финкульт, Инфо. Финкульт.инфо, где еще можно повысить. Также, вот, насколько знаю, должны пройти прием граждан или день открытых дверей. Вот буквально на днях. Да, совершенно верно. Сегодня 10 декабря, а 12 декабря пройдет общероссийский день приема граждан. И наши двери открыты для приема граждан. Записаться на прием можно на сайте Банка России. Вот. И либо направить письменный запрос, что он тоже не останется без внимания, и мы на него обязательно дадим ответ. Но личный прием также запланирован, и он будет осуществляться с 12 часов дня до 20 часов вечера. И по адресу, вот где По находится? адресу Кирова, 17. Да, я буду осуществлять прием, пожалуйста. Вы лично к вам Да, можно я прийти, лично задать буду вопрос. осуществлять прием, да. Мгм. Ну и еще какие-то вот сторонние порталы по вот именно повышению финансовой грамотности, раз мы затронули этот вопрос, где можно так подчеркнуть, да, расширить свой кругозор в этом вопросе? Ну, сейчас порталы растут как грибы. Я бы, может быть, рекомендовал от себя там портал Банки.ру, там, да, но здесь любой портал, это будет неправильно. Да? Вот. Интересной информации сейчас много. Достаточно, я думаю, что любая информация ищется через поисковую систему. То есть набирается вот Мисселинг и, значит, открывается ряд сайтов, не обязательно порталы, могут быть просто сайты, вот, на которых вот такая статистика приводится. На сайте Банка России в том числе публикуется официальная статистика жалоб и обращений граждан. То есть, в принципе, как и в любом начинании, самое главное, чтобы было желание тут финансовую грамотность повысить, да, и, Совершенно точно. ну, и, в принципе, цель, которую преследует это повышение, избежать вот таких вот, ну, недобросовестных явлений. Антон Анатольевич, спасибо большое, что пришли в нашу студию, ответили на эту действительно важную информацию, поделились, потому что финансовую грамотность, мы вот тоже часто в этой студии разговариваем со специалистами, да, финансовую грамотность надо повышать, ну и, дорогие зрители, повышайте финансовую грамотность, берегите свои финансы, относитесь к ним с уважением и бережно. Это было актуальное интервью, и сегодня мы говорили про Мисселинг с управляющим отделения Национального банка по Республике Саха-Якутия Антоном Коноплевым. Оставайтесь на Якутия 24.